Здравствуйте, в эфире канала «Новый век». Выпуск новостей в студии Чинчи Кашпукол. Сегодня в выпуске. Помогут записаться к врачу онлайн и разобраться на портале госуслуг. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Строительство железной дороги и вопросы экономического сотрудничества. Глава Тувы встретился с госсекретарем Министерства иностранных дел Монголии. Сказочные герои, исторические персонажи, редкие животные из живого материала. В республике проходят конкурсы резьбы по дереву. Об этом и не только, подробнее. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре по обслуживанию граждан на портале государственных услуг. Такие меры приняты из-за повальных очередей. Ведь не у всех есть возможность спокойно в домашней обстановке записаться на прием к врачу. Данная услуга появилась в республике давно, но фактически пользуется ею лишь небольшая часть населения. Ольга Ким пришла сегодня на прием к узкому специалисту и решила использовать возможность зарегистрироваться на портале госуслуг с помощью специалиста. Да, я зарегистрирована в госуслугах, это очень удобно и все понятно. То есть не стоит занимать очередь с утра и портить нервы свои и нервы ребенка. Подходишь, берешь талон и все. То есть так удобнее намного. Для того, чтобы записать к врачу своего ребенка, необходимо ввести дополнительно данные детей в личном кабинете портала. Кроме записи к врачу, специалист может дать необходимую информацию по другим видам электронных услуг. Туву с рабочим визитом посетила монгольская делегация во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел Монголии господином Дава Суреном. На встрече с главой Тувы Шалбаном Караолом он рассказал о последних событиях из жизни Монголии, об итогах выборов президента и намерении развивать сотрудничество с Россией, а также с ее приграничными регионами. Все подробности далее. Встреча госсекретаря МИД Монголии и главы Тувы началась с дружеского рукопожатия. Гости рассказали, как добирались до Кызыла и уточнили, что знакомились с дорогами республики не случайно. У Монголии есть планы строить железную дорогу до Эрзина, но пока нет конкретной информации о расстояниях и особенностях территории. Шалбан Караол в свою очередь отметил, что строительство железной дороги для Тувы – особая тема, в том числе одним из приоритетных направлений Кызыл-Курагина. Там проект «Экономический коридор», восточный коридор, у нас называется построение железной дороги из Эрдене до Курагана. У нас хорошие новости, что наше правительство уже решили построить from Эрдене to Арцур до Экзина. До Эрзина почти это железную дорогу. А у нас такая компания есть Northern Railway. Ну, так компания мы за 30 лет даем на концессию. Очень сильно сейчас они работают. Строительство железной дороги для нас это самый ключевой приоритетный проект. И само собой понятно, что тупиковость этой дороги, там Кызыл-Курагина, вернее Курагина-Кызыл, это просто абсурд. Она должна идти дальше, и идти прежде всего в сторону Монголии, в сторону юго-восточных рынков. Вот сейчас именно тот период, когда все факторы сложились так, что и финансирование, источники уже известны, каким образом это финансировать. Мы ведем непростые переговоры с китайскими партнерами на предмет поиска инвестиций уже в строительство дороги в сторону Китайской Народной Республики. Особый упор на встрече сделали на экономические отношения, в том числе в угольно-добывающей отрасли. Оба региона богаты полезным ископаемым и, по словам Шалбана Караола, могли бы поставлять уголь за рубеж. Особое внимание, конечно, обращаю на то, что в Западной Монголии, точно так же, как и у нас, очень много месторождений. Месторождений, например, коксующихся углей. Это наше богатство, которое мы можем использовать и во благо своих территорий направить. Госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии поддержал взгляды и позицию главы Тувы по этому и другим вопросам. А в завершении встречи монгольский гость сделал справедливый комплимент нашему краю, отметив, что в Туве очень красивая природа, и эту красоту нужно показывать людям. В культуре обоих регионов очень много общего, поэтому нужно развивать сотрудничество и обмениваться делегациями.
Анастасия Маслова, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». И еще одну встречу глава Тувы провел с представителем посольства Индии в России. Кинофестиваль индийского кино, культурный обмен и помощь в оформлении виз, стажировки в IT-сфере для тувинских студентов и работающих специалистов. С этих конкретных первых шагов решили начать совместное сотрудничество Индия и Тува. Заместитель посла Индии в России признался, что его давно манила наша республика, о которой на его родине очень мало знают. Премьер Тувы рассказал об экономическом и этнокультурном потенциале республики, и вместе они обсудили дальнейшее сотрудничество. Продвижение тибетской медицины, использование тувинского сырья в индийском производстве медикаментов, открытие школы йоги, развитие цифровых технологий и нашего главного бренда «Центр Азии». В самое ближайшее время договорились реализовать культурные проекты. Одним из них станет индийский кинофестиваль в Туве. И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 37 копеек, а евро 68 рублей 40 копеек. Прервемся на рекламу, а после нее продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. В июле прошлого года Тува отметила 120-летний юбилей со дня рождения выдающегося мастера, резчика по дереву, виртуозного изготовителя национальных музыкальных инструментов Дангака Аканчика, который являлся носителем и хранителем древнего искусства резьбы по дереву. В 2016 году к юбилею знаменитого мастера был организован первый межрегиональный скульптурный симпозиум по деревянной резьбе. В этом году по инициативе Министерства культуры Тувы Центра тувинской культуры проводит первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика, посвященный году молодежных инициатив. Издавна искусство народных мастеров передавалось из поколения в поколение, обогащаясь опытом предшественников. Одним из выдающихся рукоделов являлся Дангака Аканчик – мастер, резчик по дереву, камню, музыкант, художник, изготовитель традиционных музыкальных инструментов, собиратель устного фольклора. Работы Дангака Аканчика хранятся в фондах музеев Москвы, Санкт-Петербурга и в Национальном музее Тувы. Дангак Аканчик внес значительный вклад в становление декоративно-прикладного искусства Тувы, в развитие традиционной тувинской культуры. В Центре тувинской культуры проходит первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе его имени. Принять участие в нем приехали 14 мастеров из Байтайгинского, Барынхемчикского, Чедыхольского, Чахольского и Эрзинского районов. Продолжая эту добрую традицию, было решено дать имя Дангаку Аканчика первому республиканскому скульптурному конкурсу по деревянной резьбе, так как именно его имя для молодых поколений мастеров должно быть ориентиром и примером в тувинской традиционной деревянной резьбе. В этом нынешнем году при поддержке Министерства культуры Центр тувинской культуры решил поддержать именно молодых мастеров, и поэтому мы проводим первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика. В состав жюри будут входить видные деятели искусств, знаменитые скульпторы и мастера. Еще на протяжении нескольких дней мастера будут трудиться над своими работами. Самый молодой резчик Арзламадыр Мангуш. Он учится в Республиканской школе искусств. В свои 15 лет уже опытный и пытливый художник, резчик по камню. Скульптуры из дерева приходилось изготавливать, рассказывает участник конкурса. Так-то выбирают свою форму с дерева. Там смотришь по дереву, из чего оно получится, на что похоже выбираешь, смотришь, изучаешь. Ну, я участвую в номинации древних персонажей. Вот делаю воинов. В резьбе по дереву я участвую в первый раз. Как-то любопытно стало. Хотел бы попробовать еще много чего. Александр Дубчур, напротив, мастер с большим опытом, член Союза художников Тувы. Сегодня из рук мастера вырисовывается рельеф и тело могучего Кучутен-Мөге. Я участвую в номинации «Исторические персонажи» знаменитого тувинского борца, портрет Кучутен-Мөге. Потому что Кучутен-Мөге – это самый сильный борец нескольких лет
17 лет он всех борцов переборол, и поэтому в честь этому борцу делаю вот эту скульптуру. Стоит отметить, что в конкурсе участвуют только студенты учреждений среднего художественного образования, СПО и вузов, и преподаватели, работающие в учреждениях художественного образования, а также молодые мастера. Каждый выбирает номинацию и по требованиям и условиям конкурса изготавливает в течение 9 дней скульптуры из дерева. Номинации таковы: сказочные герои, исторические персонажи, 6 видов скота, хёмей, животные Красной книги Тувы, снежный барс, дикий горный баран, архар, беркут, филин. Итоги конкурса будут известны 22 июля. В концертном зале Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел состоится презентация работ участников. Диана Баймбулусерис Ховалы, телекомпания «Новый век». 82 человека покорили пик Тандуула. Хребет высотой более 2500 метров над уровнем моря стал настоящей проверкой на силу и выносливость. Тандуула покоряли представители Чахольского, Лухемского, Кызылского, Тандынского и Чедыхольского районов, а также жители городов Кызыл и Шаганар. Среди участников были и представительницы прекрасного пола. Они наравне с мужчинами стойко выдержали непростой путь. Восхождение прошло, как говорится, в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций и происшествий. На всем пути исследования участников сопровождали медики, но их помощь не потребовалась. Зайдя на пик Тандуула, участники похода покорили и не только вершину, но и самих себя. Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». Программа продовольственной помощи малоимущим россиянам заработает с 2019 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Ранее предполагалось, что программу запустят в 2018-м. Впервые о запуске продуктовых карточек в правительстве заговорили в 2015 году. Однако ее стоимость неоднократно пересчитывалась как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения бюджета. Госавтоинспекция Тувы проводит профилактические мероприятия с водителями свадебных кортежей. Самыми распространенными нарушениями, допускаемыми водителями, является беспорядочная подача звукового сигнала и остановка транспортного средства на тротуаре. В отношении водителей, нарушающих ПДД, инспекторы ДПС составляют протокол об административном правонарушении. С 15 по 29 июля Красноярск-Стат проводит выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также содействия занятости населения. Цель наблюдения – получение статистической информации, отражающей фактические потребности населения в образовательных и медицинских услугах, социальном обслуживании, услугах в области содействия занятости населения, удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей. Опрос населения проводится во всех субъектах России. Рост цен на продукты и обесценивание сбережений заняли лидирующую позицию в рейтинге страхов россиян в середине этого года. А занимающий вторую строчку индекс страхов военных конфликтов продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Опрос проведен с 22 по 27 июня в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Поселок Ахим с населением более 3000 жителей будет электрифицирован. По мнению главы Тувы Шалбана Караула, руководство Россетей выполнило предварительные договоренности и утвердило финансирование электрификации поселка. Согласно подписанному документу, в поселке проведут реконструкцию всей системы электроснабжения, и мощность трансформаторных подстанций возрастет до 6,2 мегаватт. На электрификацию поселка Ахим Россеть инвестирует 732 миллиона рублей. А сейчас о погоде. Слово моей коллеге Музе Черепановой. Здравствуйте, это прогноз погоды в студии Муза Черепанова. 20 июля в Кызыле днем переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 24, плюс 25 градусов. Вечером и ночью облачно, без осадков. Плюс 13, плюс 15. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Местами крупный. Возможно усиление шквалистого ветра до 25 метров в секунду. Геомагнитное поле неспокойное, давление 704 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Всего доброго. Спасибо за внимание. На этом у меня все, но советую не переключаться. Эфир продолжит программа «Патруль». Всего доброго.
В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Будьте внимательны, проверяйте документы при покупке земли. Ознакомьтесь с программой Надыма 2017. Устухаре 2017. Плюсы и минусы. Новый проект «Радио Голос Азии». Завтрак со звездой, гости прошедшей недели, а также много интересной и полезной информации. Тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа «Недвижимость» в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.